наш храм посвящен Покрову Пресвятой Богородицы. Сегодня Градишка представляет собой крупнейший пограничный пункт с Европейским Союзом, модернизированный в июне 2013 года. В географии Птолемея II века упоминается место под названием Сербинум или Сербину. Этот сербский город находился на месте сегодняшней Градишки. Из поколения в поколение здесь передаются секреты садоводства и огородничества. Мы являемся крупнейшими производителями фруктов в нашей стране. Здесь жили и трудились еще в доисторический период. Каждая последующая эпоха оставляла неизгладимый след в культурном наследии нашего края. Используя лесные ресурсы Козыры и Просоры, а также плодородные пахотные земли Левче поля и Подкозырья, мы построили производственные мощности в области мебельной, деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и пищевой промышленности. В последние годы внимание уделяется градостроительной программе и лесопарковой зоне, как и территории муниципалитета в целом. В центре нашего внимания организация досуга и отдыха. От первоклассного спортивного центра с бассейнами в Новотополе до многочисленных зон отдыха на берегу реки Савы, где спортсмены неустанно занимаются каякингом. Кто-то, может быть, мечтает о спортивных успехах или просто наслаждается партиями в шахматы в прогулочной зоне парка. Первая автомагистраль через Республику Сербскую с 2011 года связывает Градишку с Лакташами и Баня-Лукой. Как и многие другие города, Градишка на протяжении веков претерпевала взлеты и падения. Подобно туману над крышами местных жителей застыл парафраз известного выражения: «Каждый день, в каждом взгляде наша Градишка развивается дальше». Гордимся Градишкой, гордимся Республикой Сербской.